Утро выходного дня. Северо-восток Республики Башкортостан, Мечетлинский, Дуванский и Салаватский районы. О том, что временно исполняющий обязанности главы региона поедет с рабочим визитом туда, на местах, конечно, знали. Но Ради Хабиров изменил все планы и сам выбрал объекты. В основном проблемные. Недостроенную больницу, старые школы, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Но и это, как оказалось, еще не весь маршрут. Вначале едем на первый объект – в Башкирскую гимназию села Большеустекинское Мечетлинского района. Учитель Ильмир Рафасович Хайретдинов ведет урок технологии в 6 А-классе. А вы знаете, кто рядом с вами? Да. Кто? Президент. А вы сами давно вот такому учились? Осторожно. Был в школе у вас? Я все переживаю, он руку себе тяпнет. А чему учились вы? Чему Мы тоже лобзиком делали. Но мы еще напильником. Вы с железным тоже работаете, да? Вообще это очень хорошая история, что вот такое. Они должны уметь. Здесь же у башкирской гимназии площадка. На ней через год по плану должны построить детский сад на 140 мест. Очень нужный и востребованный объект. Состоит из 4 групп. Раз, два, значит, 3, 4 на первом этаже. Здесь, да. Есть, на втором. Да. Садик включает в себя 2 лифта. Один для маломобильных граждан, пассажирский лифт. И подъемник для подъема пищевых продуктов. А цветовая гамма какая? Красивая будет? Ну, цветовая гамма с администрацией согласуем. Это проект. То есть, да. Делайте яркое, чтобы она прям видно была. Да, здорово, все видно будет. Нет, просто и детям хорошо будет, что красиво, светлое. Здесь же главе региона показывает карту Мечетлинского района. Жилые комплексы Южный и Восточный. Там льготникам выделили 450 участков. Строится плохо, медленно и долго. Нет воды и нет газа. Дорого. Району не хватает на это денег. Выделены средства на 18-19 год на проектирование и разведку запасов воды. После этого уже обратимся к вам, после определения. В этой части мы поможем, поговорили. Ладно, только побыстрее делайте, пожалуйста. По дорожному строительству вот у нас очень проблемный участок. На сегодняшний день, конечно... Мы же поедем вот так, да, куда да, поедем? да, Да? поедем. Там на месте посмотрим. На месте посмотрим, тогда определимся. Следующий объект – Большеустекинская центральная районная больница. Ее начали строить еще в начале 90-х, но вторую очередь до сих пор не закончили. Вот стекла выбитые. Да. Но обследование делали? Так, предварительно сделали, это углубленное обследование еще было А сделано. почему стоял так долго? Что не было источника финансирования. Или источник. Потребность есть, вы все рассчитали, точно есть, да? Есть. Давайте попробуем. Я, который говорил, да. А вот первую очередь больницы давно достроили. Там лечатся пациенты со всего района. Поздравляю вас, я поздравляю. Лекарства есть все необходимые? Да. Есть смотреть. То есть лекарствами тоже проблем у нас в Игоревке нет. Вот так вот ездишь, вас всех слушаешь, и лекарства хватает, и врачей хватает, а люди все равно жалуются. Но у вас хорошо здесь все, да? Хорошо. Давно лежите? Менин сизге очень такой щекотливый вопрос есть. Это я давно мечтаю задать президенту нашей республики. Ну давайте. Я житель из села Алегазово. Вот. Отсюда 12 километров. Там у нас больница, мощная больница была на 40 мест. И эту больницу закрыли. В рамках оптимизации просто вы сюда перевели. 3 у нас таких участковых больницы. Просьба Врачебных амбулаторий. 10 деревень, вот, хоть бы сейчас коек на 20 стационар открыть. Все-таки мы бы хотели лечить вас вот здесь вот. Потому что здесь И еще здесь надо. опытные врачи. И Вот. мы не можем столько... Мы сюда-то не можем врачей найти. Вам сколько лет? Мне 85. İsmini de
Владимир Фаридович, ну что, достроим эту Достроим, больницу? однозначно достроим. Мы в 2020 году ее достроим. Вообще вот во взрослой поликлинике, если пойти туда, очередь где бывает? Ну, сейчас у нас электронная очередь. Но здесь Бывает. большие очереди, долго. Ну, это смотря кому, там, какой специальности. Да. Узким Это тоже специалистам опять бывает. из-за невропатологи, лор, Да. И это тоже опять потому, что врачей не хватает, да? Вот поймите, там, ну, молодой врач узкий приедет, да, и 12 тысяч зарплата, да, ну, потом начисление, ну, пускай 13, да, а участковый молодообеспеченный, у них еще плюс 10 тысяч, еще 20 с лишним, 30 выходит, да. Ну, представьте, молодой человек приедет за 90, за 20 тысяч даже переработкой. Ну, как жить там? Ну? Жилье снимает. И вот сырьевикам и этот миллион не дают. В целом программа помощи медицине. Но самая большая проблема, как я понимаю, после материальной базы, это нехватка врачей. Нехватка врачей – это вот куда бы ни ездил, везде не хватает врачей. Вот это большая проблема, мы ее будем решать с помощью государства. То есть главы не решат ее проблему, у них нет ресурсов, ни возможностей, поэтому будем подключаться. Есть уже вектор направлений? Нет, мы пока думаем. Ну, конечно, Виктор, мы, во-первых, пересмотрим, наверное, все те программы, которые есть для того, чтобы врачей привлекать прежде всего на село, но их, очевидно, не хватает. Вот поэтому будем думать, надо будет укреплять. Это и молодые специалисты. Молодые специалисты, это оказание помощи, соответственно, и выделение жилья, и, может быть, надо подумать и, соответственно, увеличение субсидий, которые они получают. Ну, Комплексная мера. Комплексно, да, но пока я не готов конкретно сказать, потихонечку, вот, когда вникнем. Главное, что поле зрения. Едем в село Нижнее Бобино Мечетлинского района. Здравствуйте. Я вот по дороге проехал. Давно дорогу просите? Ну, просим, но недавно, но просим, пишем. Сколько здесь живет? И здесь 620. 620, да? Вместе с Малоустекинском 1300. Давайте вот я поручение правительству дам. Вот за лето заасфальтируйте вот от конца деревни и соединим, ладно? А там вот эту вот ту часть, как вы говорите, там, ну, там не надо менять полотно, там нужно ремонт частично сделать, там в рамках капремонта какой-то, ладно? Давайте вот я вам обещаю, я поручение дам, чтобы у вас это было. Мне деревня ваша очень понравилась, вот прям видно, что ухоженькая, хорошая такая. Идем в детский сад «Василек». Сегодня выходной, здесь пусто. Но в будни десятки девчонок и мальчишек со всей округи в каждой из комнат. А как они, детишки, не спорят, кто у них такой? Нет, они уже знают, где спят, потому что каждый свое место, свое койко-место. Это здание 70, здание 76 года. Здание после ремонта выше, что она не аварийные. Ну, садик мы это в любом случае сохраним, так получается? Да? Просто чем-то вам помочь нужно, да? А чем помочь? Ну вот у нас как бы крыша, актуальны такие проблемы крыши. Но в этом году мы хотим участвовать в программе поддержки местных инициатив. Вот, проводка актуальна у нас. Дорогу сделаем и вот это. Вот я прям как поручение сделайте. У меня зампремьера приедет, посмотрит и вот прям не стесняйтесь, давайте. Спасибо. Вот видно, что от души работаете, все. Вот. Наша задача. Да, конечно. Под одной крышей с детским садом и фельдшерско-акушерский пункт. Очень тесно, не хватает помещений для всего. Как вариант, перевести ФАП в другое место, но пока некуда. Я уже много фельдшеров видел, ты первый молодой фельдшер. Вы местный, да? Нет, приехали из Оренбургской области. Из Оренбургской области? Да, вместе с супругой. Супруга тоже фельдшер? Тоже Она фельдшер, здесь да. работает? Она в соседней деревне, вот в Малоустекинске, которые приезжали. А живете где? Живем в Малоустекинске. А жилье как? Все, они получили по программе 500 тысяч. Да, 70 тысяч получили, сейчас строим. Строительство дома. Заканчиваем. Дом уже строите, да? Да, строим А дом. дети-то есть у вас, нет? Дети есть, да. Сколько? 2 детей, сейчас 3-ю ждем. Ух ты. Вот в таких людей надо вцепиться, не отпускать. Не пускай. Ну это точно, надо делать блочный ФАП. Вот здесь вот большое отделение, да? Тогда блочный ФАП мы вам сделаем, вот закупим и поставим.
В таких деревнях и хочется помогать, правда? Конечно, вот таким людям хочется помогать. Когда хозяйское отношение видишь, и чувствуется уютно. Когда видишь, что люди работают от души, всем сердцем, отдавая, мне кажется, свое здоровье, последние силы. И вот мне очень понравился молодой человек, фельдшер. Вот таких людей, если нам удастся завести каким-то образом мерами поддержки, в том числе, у нас и с медициной все хорошо будет. Медицина здесь начинается, и здоровье человека здесь начинается, и решение задач президента тоже здесь начинается. Поэтому вот это главное. Ну, будем много строить, будем просто много строить и решать эти вопросы. Маршрут меняется по ходу движения. Заезжаем в отдел МВД России по Мечетлинскому району. Были там недолго, говорили о проблемах. Участковым не хватает машин, территория большая, сложно передвигаться. До свидания, ребята. До свидания. Раф Фаридович, изменили маршрут немножко. Почему заехали в этот отдел? Праздник сегодня. Праздник у сотрудников органов внутренних дел. Поэтому решил их поздравить. Они молодцы. У них тяжелая работа. И слова «спасибо» они редко слышат на самом деле. Пусть хоть в праздник услышат слова «спасибо» и от людей, и от руководства. Мост через реку Меликес в районе села Савельевка. На балансе управление дорожного хозяйства. Находится на границе двух районов – Мечетлинского и Дуванского. Составляем, значит, смету на ремонт. Хотим, значит, демонтаж плит сделать, пока временно. Это поможет? Ну, я думаю, что... До 2020 года выйдешь, что ли? Ну, я думаю, что да. Мост необходимо приводить в порядок, это безусловно. Глава региона Ради Хабиров дает поручение проработать возможность и включить капремонт этого моста в территориальный заказ на 2019 год. Едем дальше. В школы Дуванского района. Дети, получается, ходят в садик туда кушать? Да, на обед туда ходят. Увеличили протяженность перемен, чтобы они успели куда-то сходить, пообедать. Село Тастуба. Школа здесь построена 44 года назад. Часть здания признали аварийной не так давно. И в этом причина того, что закрыт спортзал. Кровля протекает. Да и ребята ходят обедать в детский сад через дорогу, потому что нет местной столовой. И, кстати, чтобы все успевали поесть, увеличили перемены. Да, ну все, пахнет, это все с 76-го года. Не обновлялось у нас. А школа хорошая. 10 выпускников, например, поступили в последнее время в высшее десантное училище. Гордость местных педагогов. Музей здесь интересный. Одни экспонаты со съемок фильма «Вечный зов» чего стоит. Вот библиотека и спортзал. Здесь закрыто, здесь дети доступу закрыты, да. Полностью здесь закрыт доступ. Здесь ничего нет. Последний раз делали ремонт в 2004 году мягкой кровли. И она вот ее хватило до 9 года. Мне кажется, глава прав, надо сносить и строить. Вот мы так договорились с нашим правительством. Я вот проеду сейчас по районам. Где-то через неделю, через две проедет министр по строительству и зампремьера. Он проедет сюда, как бы окончательно. Ну, вердикт уже есть, все, будем ставить. Просто просьба, чтобы к 1 сентября 2020 года. Вот. Школа в селе Озеро. Все в том же Дуванском районе. Проблема, как и в Тастубе. Зданию почти полвека, сейчас в аварийном состоянии. Да, приветствовать вас в стенах нашей школы. Здравствуйте. Что все одни женщины у нас тут? Работаем одни женщины. Директор школы, это глава сельского поселения. Давайте, не заходите. Вот я гляжу на нее издалека, думаю, какая школа. Старая, Так, да. Нет, поэтому стараемся охватить всех детей. Поэтому дешевое питание. 21 рубль. 21. А завтрак? На один раз кормим. Один раз кормим, Да. вот так вот, да? Да. Ну вот это наш спортзал. Ну да, очевидно, что здесь. Да. На него есть. Трещина пошла, да? Да. На него есть инструментальное обследование, а остальные помещения нет. Ну вот вы как думаете, что нам делать? Вот я приехал посмотреть. Потому что глава вот говорит, он говорит, строить школу надо. Ну построим школу, дети-то будут. Ну, анализ демографической обстановки говорит о том, что будут. То есть вы считаете надо, потому что мы всю дорогу ехали, у меня глава убеждает, что школу надо. Конечно, надо. Во-первых, дети у нас вот в Сикиязе, они допоздна ждут автобус, да, ведь маленькие дети, вот они, когда там все отучатся. А зачем дети ждут это?
Ну там Нет, из-за класса. класс, Третий да. класс и 9. Обязательно. Там пометьте, пожалуйста. Ладно? Я давал поручение, чтобы дети не ждали. Я вас попрошу тоже поторопить проектирование все. Поможет там зампремьера мне приедет, посмотрит постройки, чтобы вы сделали, чтобы в следующем году деньги тоже мы заложим под это, у нас, чтобы вы в следующем году начали строить. Хотела к вам обратиться. Заведующая сельским домом культуры, вот здание по соседству. 59-го года постройки, изгнили несущие стены, ремонт не целесообразен. Мы просим вашей помощи в решении нашего вопроса. Или нас ремонтировать, или приобрести нам вот это вот здание райпо, которое напротив. А люди-то ходят? Ходят люди, праздники проводим, у нас работают клубные формирования. Проводим все календарные праздники. В следующую неделю у нас праздник пельменей. Приезжайте к нам 18-го. Ну что сегодня не устроили? А вот знаете, если бы знали заранее, устроили бы сегодня. Там два варианта. Первый, насчет строительства сложнее, потому что мы уже в ваш район, вот сейчас мы с головой едем, мы уже много посчитали чего. С райпо, если вы готовы, с райпо проведем переговоры, убедим их. Все равно пустой стоит, я правильно Стоит, да, пустой да, стоит. стоит, да. С райпо, может быть, они там безвозмездно вам передадут, если им не нужно. Ну, я говорю. Спасибо. Как вы вовремя приехали, а то мы к вам собирались. Спасибо большое. До свидания. Ладно, спасибо, всего хорошего. Успехов. Еще такие неожиданные тоже встречи бывают, не запланированные. Ну, конечно, они же, республика большая, не так часто все равно. Вот, одно дело маленькая республика, и на территории удается там каждый месяц бывать. Здесь не тот случай. Поэтому у людей накопилось много вопросов. Как впечатление вообще в целом? Очень хорошее. Едем дальше. В райцентр Дуванского района. По пути визит на Мисигутовский молочно-консервный комбинат. Здесь выпускают сливочное масло и сухое молоко. Работает, кстати, и на экспорт. А что-то собираетесь складывать еще, нет? Мы хотим попробовать еще в кисломолочную расширить линейку, сделать интересные творога и на основе творогов еще и сыры. Нет, он принадлежит нам. Детско-юношеская спортивная школа села Мисигутово. Многие выпускники – победители соревнований различных уровней, в том числе и международных. Из насущных проблем здесь необходимо построить бассейн. Здравоохранение, образование, теперь спорт. Объектов много, центр оставлять нужно. А это самое сложное, потому что денег, как всегда, не хватает. Но тут, первое, конечно, две школы, вот, которые мы говорили, для района, они критически важное значение имеют, на мой взгляд. Можно было бы сейчас подумать и быстрое решение по дворцу спорта принять здесь. В любом случае примем, потому что и место чудесное, и потребность есть, и нужно. Но впереди у нас еще надо посмотреть поликлинику детскую, и вообще поликлинику. Вот от этого будем отталкиваться. Следующий объект – Мисигутовская центральная районная больница. На ее балансе создан межмуниципальный медицинский центр. Он обслуживает жителей всего северо-востока республики. И 5 миллионов мы вот фасад немножко укрепили, а с той стороны у нас так и осталось, да. Вот насколько денег хватило, это было в 2011-2012 году. А вот скажите, вот условно заболел, там, я не знаю, с Салаватского района или с Мечетлинского, сюда нет сложности попасть к вам? Сложности попасть к нам нет и никогда не было, потому что мы принципиально при поступлении сделали так. Если нет документов, это не является препятствием для госпитализации. В течение суток мы разберемся. Даже если больного, если даже случайно направили больного с инсультом, и вдруг выясняется, что у него через сутки инсульта нет, это не говорит о том, что мы его тут же оставили, с прямым покоя выгнали. Нет, мы его через сутки спокойно отправим на терапевтическую койку в соседний район. У нас доступность на всех межрайонных койках 73%. 73% это жители Северо-Востока республики. В центре хватает врачей-медсестер, что редкость для районных больниц. Но есть серьезные проблемы с площадями для детской поликлиники. Сейчас маленьких пациентов принимают в полуподвальных помещениях. Там тесно и далеко до санпиновских норм. На приеме у нас детская поликлиника расположена в цокольном отношении. Да, вот это вот 214 квадратных метров. Не бывает скученность. Да. Решение мы видим, все-таки просим вас, чтобы разрешить строительство поликлиники детской на 200 посещений в смену.
Но просим не только 250 смен, но еще дневной стационар для детей. Объясняю почему. Если будет дневной стационар для детей, ребенок, который живет в селе, он сможет приехать в эту поликлинику на 3-4 часа и получить массаж, физиолечение, лечебные процедуры. Все. Вы тогда с главой подготовьте мне записку, вот оба подпишите, и мне передайте в приемную, ладно? Сегодня-завтра, как говорится, отдыхать, там ко вторнику, если сделаете, обоснование примерное дайте, что вот вы как человек, который, по сути, здесь за все отвечает, да, за медицину. Третий район на северо-востоке в рамках поездки в Рио главы Республики Башкортостан Ради Хабирова – Салаватский. Едем туда. В селе Мурсалимкино организована площадка для приема и отгрузки пиломатериалов. Их доставляют в разные уголки региона и за его пределы. В планах – наладить логистику по железной дороге и разгрузить трассу М5. Это береза, да? Это береза, да, липа в основном. Лесосечный фонд где-то мы объем 150 тысяч километров закрываем в Салаватском районе. Проблема практически очень тяжелая на сегодня же вагонами. Покупка одного вагона обходится где-то 3 миллиона. У них сегодня возможности нету. Вагоны нам нужны. Вся проблема с ЖД-перевозками. 20 вагонов в месяц? 20 вагонов, да. 20 вагонов в месяц. Следующий пункт рабочей поездки – сельский дом культуры. Сколько тут? 2500 живет? Да. Ну, маленько. На 50 мест. Вы председатель совета, да? Здесь танцуют на дискотеках, играют в шахматы и даже ставят спектакли. Все в одном маленьком зале. Местные шутят. Клуб «Трансформер» у них. Проектирование проделали за свой счет полностью. Показываю спектакль. Некоторые четвертый год играют, некоторые первый год. Малыши, видите? Они стоят. Потому что у них просто не хватает. Какую сказку собираемся показывать? Малышам. А когда будет премьера? В среду, наверное. Это все вот здесь вот мы, да? Все. Да. Знаете, что, вот как вам сказать, приходится на дискотеку 8 часов вот это все убирать. Студию убираем, и 8 часов уже приходим на дискотеку. Да. Вот это, да? Поэтому у нас кресла не укрепленные, а малыши до 6 у нас. Репетицию проводим, я их через железную дорогу провожаю. Сами вот, да? Да, одеваемся и провожаем. Видите, здесь наша железная дорога. 11 детей, а в этой сказке у меня содействовало 7 детей. Крепкой очень нужен этот клуб. Я вот 9 лет работаю, я думаю, что нужно. Вот. Давайте построим как бы. Хорошо, давайте. Ребята. Средства. И давайте прямо. Проект уже готов. Мы уже экспертный совет прошли. 30-го. А экспертизу прошли? Все полностью. Нет? Хорошо? Отлично. Точно? Да. Обманывать? Нет. Давайте, до свидания. До свидания. Направляемся в Малоязовскую центральную районную больницу. Рассчитана она на 159 круглосуточных коек. Здесь же расположена поликлиника на 200 посещений в смену. Есть дневной стационар. В ЦРБ впервые в Салаватском районе внедрили систему «Открытая регистратура». Регистратура у нас была позже. То есть все здесь как бы запись на прием к врачу, нажимаем, выходит на талончик. Очередь практически. Да. Как внутри. Здесь все запись на прием, оформление истории болезни, чтобы люди там в приемном покое у нас не торчали. А если бабушка какая-то пришла? Принимаю внимание. Для этого есть администратор, который объяснит, спросит ее. У вас нет вот случаев, чтобы люди часами ждали, сидели? Нет. Это же даже президентская программа маршрутизации, чтобы люди не ждали. Здесь, как и в Мисигутово, практически решен вопрос с кадрами. Учреждение хорошо оснащено современной техникой. Но есть проблемы.
Здание необходимо отремонтировать. Ради Хабиров предлагает такой вариант. Софинансирование из бюджетов района и республики, но при условии четкого обоснования сметы. Не хватает. Но грех жаловаться на эту поликлинику. У нас есть и детский эндокринолог, и детский гинеколог, детский травматолог, детский хирург, детский невролог, детский стоматолог. То есть детская служба у нас полностью детские специалисты. Вот такие у нас здесь кабинеты, процедурный кабинет. То есть здесь нам вообще грех жаловаться. 380 километров по 3 районам Башкортостана – Мечетлинскому, Дуванскому и Салаватскому. По плану рабочего визита все. Но в Рио главы региона Ради Хабиров ставит еще одну задачу. Едем в Бокситовскую коррекционную школу-интернат. Расположена она в селе Лагерево, все того же Салаватского района. И родители есть, но они здесь живут постоянно. Родители приезжают к ним, Родители на каникулы собирают. На каникулы собирают, да? На каникулы собирают. Ну, есть дети, конечно, из приемных семей, русских семей. Но в основном по обращению администрации сельских поселений, администрации районов мы стараемся брать детей из малообеспеченных семей и с диагнозом задержки психического развития. Заявку отправляем в районы, что у нас вот такой интернат. А емкость какая у вас? Вот, насколько вы готовы принимать? Проектная мощность на 50. На 50. Да, в этом учебном году мы набрали 55, пошли навстречу. 55 набрали. Ну что, настроение? Чему вас учат? Продолжайте. Здравствуйте. Что учите? Так, и что вот этот знак говорит? Нельзя бегать. Переходить дорогу можно. Вот, молодец. Это как раз переходить дорогу можно. Это зебра. Зебра, молодец. Смотри, вы все знаете. А что же вас и учить-то нечего? Все знаете. И работа идет и психолог, и социальный педагог. И все вместе педагоги, все вместе работаем. Мы все время под контролем, поэтому мы с ними как-то справляемся. Если в массовых школах с ними не справляются, то мы здесь как-то с ними справляемся. Инклюзивное образование тоже в поле зрения оказалось? Да, ну вот хочется понять, есть разные суждения по поводу будущего этого учреждения. Надо понять, что с ним делать, потому что эти детишки, им сложно будет вообще в образовательной школе учиться. Но с другой стороны, если мы закроем им возможность... Нет, мы этот вопрос не обсуждаем насчет закрытия. Мы думаем, как лучше сделать. Ну, это республиканский? Сейчас я попрощаюсь. До свидания. Все, не выходите. Все. Ой, до свидания. До свидания. Мы были очень рады вам. Спасибо, извините, побеспокоили нас. До свидания. Я хорошо. Bizden hunda işlehindir mümdəhi yardım ettiğiniz bizə. Bizden yaşlarken halka iş bulur ederek. Şul kadarlığı nasilение. Mektebi özü haklap alıp kalayık avul kişilerine iş bit. Bizden hunda kelinler işke. Ol da var. Sağ olasın. Rahmet. İçen hav yürü. Речь о том, чтобы закрыть этот интернат, не идет, однако у них крик души, что будет дальше с этими детками. Нет, поэтому мы заехали посмотреть. Просто надо же правильно, вот задача-то какая, что тут зверей нету, как говорится, которые этих детей выбросят на улицу или так далее. Никто так не поступит. Вопрос в том, как нам правильно организовать и как правильно наши государственные деньги направлять. Может быть, есть другие формы, где им получше будет. Но пока вот я смотрю, шикарное помещение. Детишки здесь обуты, одеты, им тепло, хорошо. Им комфортно. И им, наверное, ну, им, наверное, здесь действительно комфортнее, чем в школе. Но об этом надо все равно подумать. Вот, как бы. Это, наверное, самое большое, да, вот, учреждение здесь? Нет, здесь школа такая же. Большая тоже, да? Там еще, там тоже, Рафаэль Крепсухавит, конечно, хорошо было бы. Обычная школа, как бы, этот самый, своя студия. Нет, ну а что, там все хорошо? Все хорошо, да. У нас хорошо, что я буду ходить? Хоккейную коробку построили. Вы только по проблемным объектам? Да, да. Рафаэль, возникает вопрос, вот мы сегодня много объектов с вами объездили, у меня возник вопрос, а не получится ли так, что решаются вопросы тех мест, где вы побывали? Ведь это же должна быть система в работе. Так нет, эта система есть же республиканская адресная инвестиционная программа, есть мои поручения главам отдельно по разным ситуациям. Просто это позволяет лучше понять. Вот поэтому я про эту школу я много слышал. Вот хорошо, мы заехали сегодня, посмотрели. У меня свое мнение. Оно иногда важно посмотреть, чтобы правильное мнение сформировать окончательно. Спасибо. Все, спасибо. Так, ребят, все, по домам. Все, спасибо. Спасибо.